А там тоже много родили. Она там холодится ворота. Хорошо, Владимир, выпустится сырная группа. Пожалуйста, работайте со всеми. А я скажу до свидания. Володя, прием. Да, хорошо, спасибо, Толя. Плюс 10 децибел, ты идешь очень громко. Ну, Тимофеевич, Кривого Рога, тут, конечно, елки тоже хватает. Так что привет огромный Тимофеевичу, Валерке, это самое, Олегу в телевышке, Миша там, потом кто там еще, Вася там еще есть. Ну, там покойный уже нету его. Тоже Вася был на машинном рынке, постоянно был там. Так что все знаю. Спасибо, Толя, здоровья, успехов, удачи, на солнечную Ялту пока. До свидания, всего хорошего. Майте идущего. Кирилл, доброе утро. Рад, друзья, слышать. 5-9 плюс. Я Александр, прием. Просто привет, великолепно. Спасибо большое. Доброе утро. Рад тебя слышать. Ага, там кто-то приглашал. Кто приглашал еще раз? Ульяна, радио 7, Иван, радио Елена. Доброе утро. Спасибо большое. Прекрасно слышать. 9 баллов. Громко, красиво. Кирилл, город Измаил, Одесская область, Южная Бессарабия, на реке Дуная. Город на границе с Румынией. Ульяна, Роман, 7, Иван, радио Елена, Ор-5, ЛБУ, прием. Да, я вас принимаю на 9 баллов. Великолепно принимаю прием. Спасибо большое, дружище. Рад буду слышать 73 пока. Приглашает Ульяна, Роман, 5, Федор, Борис, Ульяна. Кто еще подходил на частоте 3620? Прием. Ульяна, Харитон, Сергей, Федор, Ульяна, радио 5, Харитон, Сергей, Федор, прием. Ульяна, радио 5, Харитон, Сергей, Федор, здесь 45, Федор, Борис, Ульяна, здравствуйте, доброе утро. 5-9 отменно принимаю. Кирилл, Измаиле, прием. Да, Измаил. Ульяна, радио 5, Федор, Борис, Ульяна, здесь Ульяна, радио 5, Харитон, Сергей, Федор, доброе утро, Кирилл, принимаю на станцию на 5-9, Владимир, прием. Да, привет, спасибо большое. Немножко станция здесь находит, так сказать, на частоту. Так что здорово принимаю, 5-9, великолепно. Кирилл, город Измаил. Вопросов нету, спасибо за переход, доброе утро и, конечно же, приятного вам выходного дня. Ор-5, Харитон, Сергей, Федор, здесь Ор-5, Федор, Борис, Ульяна. Доброе утро, 73. Да, 73, всего доброго. Так, ну, я прошу прощения, тут у нас круглый стол скоро должен начаться. Я извиняюсь, я тут испытываю антенну и проверял, как мне где слышат. Так что такие дела. Здесь Ульяна, Роман, 5, Федор, Борис, Ульяна. Ну, смотрю, что результаты хорошие. Очень хорошие результаты. Вот, так что все здорово. Вот, так что все здорово. Да, ну, понятно. Понятно. Если третий район дает 15 дБ, то антенна хорошо работает. Виски 5, Golf Italy. Единственная антенна работает. Здесь Ульяна, Роман, 5, Федор, Борис, Ульяна. И вот в антенне выдает мой трансфер. Лог КСВ 1.8. Ну, не мог никак больше добиться. Вот, не знаю, надо будет еще немножко повозиться. Может, чуть приподнять ее там, носите приезжать. Так, пожалуйста, кто подходил? Значит, на 3600 сегодня круглый стол Одесский. Вот, Ульяна, Роман, 5, Федор, Борис, Ульяна. Присутствующие станции Одесской области есть прием? 25 эфира. 25 эфира. Uniform Sierra 5, Foxtrot Echo Alpha. Здравствуй, Ваня. 5-9. Громко, хорошо, красиво, без проблем. Здесь Измаил, Кирилл, Марина, прием. Доброе утро. 18 плюс 20. Сегодня принимаю. Саратов Иван, например. Да, Саратов Иван, да. Ясненько.
Был сильный ветер, порвал мне мою антенну, и вчера я тут водрузил опять. Сегодня на другой антенне работает. Это вот то самое. Вот, чуть-чуть весенку отодвинул, ну, вот эту открытую линию. Это на сантиметров 50 от мачты. Вот, она у меня была под небольшим наклоном. Там поставил перекладинку вверху, вот такую перемычечку, вот, из стеклопистолита, дабы ее чуть-чуть отодвинуть от мачты. Вот. Ну, там небольшое, так сказать, расстояние, где-то сантиметров 30, чтобы влияния не было. Было бы дерево, было бы еще лучше, но так получается. Так, ладно, хорошо, я тут долго рассказываю. Я Ульяна, радио 5, Федор Борис Ульянов, Одесской области, прием. Ульяна, знак 5, Харитон Y. УХ5, Харитон Y. Доброе утро, Ульяна Федорович. 5-8, честно скажу. Вот, эсвентр говорит, что 5-8 сегодня утром прием. Я 9 баллов принимаю. У меня то ли где-то рядом мощная работает, какие-то тут внутренние помехи на приеме. Да, ну вот на восьмерочке останавливается стрелка и все. Вот, ну так вот. Пока, ну, я думаю, что все это дело будет получше попозже. У меня один трансивер работает все 100, а даже, ну, плюс-минус потери там 95%, так сказать, полезной мощности в антенне. Наверное, Ульяна, знак 5, Харитон Y, ОР 5 ЛБУ. Оставайтесь на частоте, я тут еще позову, может быть, ребята там подойдут. Здесь Ульяна, Роман 5, Федор Борис Ульянов, слушаю. Разрешите, помогите связаться с X5 Харитон Y. Да, пожалуйста, что, микрофон держать? Нет, помогите связаться. Пожалуйста, Ульяна, знак 5 Y, слушайте вот X4LB. X5 Харитон Y, Ульяна Тамара 4, Федор Борис. Владимир Федорович, доброе утро. 5-9, Явский Александр, прием. С усилителем работаешь? Да, я всегда с усилителем. Понятно. Ну, а я без усилителя. Хороший сигнал, это работает. Дайте угадаю, какой трансивер. Я думаю, по звуку, по аудио, Айком 756, прием. Абсолютно точно. Ну вот 100 ватт вот. Тюнер отрабатывает хорошо. Хотя резонанс есть у этой антенны, но вот где-то примерно верхняя часть диапазона. Ну, как-то работает время. Не, а сигнальчик хороший, скажу, что не хуже, по-моему, даже получше. Не чувствуется такой цифрообработки, как хилитехники. Есть более естественный сигнал, так что я вас поздравляю. X5 вот X4LB. Спасибо. Ладно, тут уже дело к круглому столу двигается. Вот, сидел, микрофон себе обратно, в R5 ЛБУ X5Y. Ну, что? Найди его. Кого найти? Микрофон. Да, ты в темноте шаришь, что что-то достало. По столу надо. Нашел его. Рассыпал Саша, прием. Да, я думал, что длину волны найти. Да ты как всегда шутишь. Вот, ты как всегда шутишь, ясно, ну, понятно, это что. С юмором надо жить, ведь дружить нормально. Понятно, Саша. Оставайся на чистоте. Вот я вас всех тут позаписывал. Не знаю, что там ведущий подойдет, и я ему передам ручку и перо. Здесь Ульяна, радио 5, Федор Борис Ульяна, прием. Ульяна, Y0, Федор. Давайте, у Y02 Федору приветствую, вас слышит 5-9. Как всегда, доброе утро. И микрофон вам. Николай, доброе утро, 9 плюс 20, Юрий, город Одесса. Спасибо за согретую чистоту. Минут 10 слушаю уже, ну, не решался просто позвать. Начнем, наверное, запись на круглый стол ради любителей Одесской области, города Героя Одессы. Семья Ульяна Y02 Федора, время 7 часов
число 21 ноября 2015 года. Прошу только позывные. Здесь Ульяна Y, Мольба Федора на приеме. Ульяна, радио 5, Федор, Люба, Щука. Ульяна, радио 5, Федор, Люба, Щука. Спасибо, Владимир Михайлович, доброе утро. 9, кто еще на приеме? Ульяна, радио 5, Федор, Игорь Галинов. Ульяна, радио 5, Федор, Игорь Галинов. Спасибо, Юра. 5-9 плюс 40. Кто еще на приеме? Ульяна, Сергей, 5, Федор, Дмитрий. Ульяна, Сергей, 5, Федор, Дмитрий, это правильно? Да-да. Спасибо, 5-9, оставайтесь с нами. Я Ульяна, Y, 02 Федора. Слушай, еще позывные, прием. 5 я. Ульяна, Сергей, 5 Федор, Елена, Иван Иванович, 5-9 с большим плюсом. Спасибо, оставайтесь с нами. Трансфер, что-то нам помогает, всегда он смотрел. Кто еще на приеме? Федор Борис. УТ-4 Федор Борис, пишу записать, потому что перекрываете многие станции. Амплифайер, видно, еще применяется в вашем личном пользовании. Кто еще на приеме? УТ-7 Федор, спасибо. Громко, Евгений Яковлевич, оставайтесь с нами, 5-9 с большим плюсом. Кто еще на приеме? Ульяна, радио 7, Федор, Борис. Ульяна, радио 7, Федор Борис, 5-9, тоже громко. Оставайтесь с нами, доброе утро, кто еще на приеме? 7-7, я Ульяна, Игорь, 0, Федор. Круглый стол ради любителя Одесской области и города Герой Одессы. 7-3-620. Ульяна, Игорь, 0, Федор, всем прием. Ульяна, знак 5, Харитон, Y, записано 5-9 с плюсом. Доброе утро, спасибо. Кто еще на приеме? Юра, сын, пожалуйста, президент выше. Президент выше, сын. У меня по нулям. У меня ровно нули, как бы могу включить уточнение, если ответ добьется. Сейчас. Нет, не показывает по нулям, все как бы так. Ну не знаю, вот все по нулям. 4 нуля, 3, 6, 2, 0, 0, 0, 0. Много нулей, короче. Всем Ульяна Игорь, 02 Федора и круглый стол ради любителей Одесской области и города Герой Одессы. Всем прием. Ульяна Роман 5, Федор Леонид Ольга. Ульяна радио 5, Федор Леонид Ольга. Федор Леонид Ольга 5-9. Кто еще на приеме? Ульяна Сергей 5, Ульяна Сергей 5, Федор, центр Ольга. Спасибо, оставайтесь с нами. 5-6-5-7, но уверенно. Спасибо, оставайтесь с нами. Я Ульяна Y, 0, Федор, слушаю позывные для записи на круглый стол одесских радиолюбителей и города Герой Одессы и Одесской области. Всем прием. Ульяна, радио 5, Федор, Киловатт, Мария. Ульяна, радио 5, Федор, Киловатт, Мария, 5-9. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Кто еще на приеме? Ульяна, радио 5, Федор, Ё. Василий. Спасибо, Александр. Тоже достаточно уверенно сегодня принимаю ваш сигнал. Спасибо. Оставайтесь с нами. Я Ульяна Y, Федор и круглый стол ради любителей Одесской области, города Герой Одессы. Всем прием. Ульяна, Сергей 5, Федоряна. Ульяна, Сергей 5, Федоряна. Спасибо, Юрий Васильевич, 5-9 с плюсом. Оставайтесь с нами. Я Ульяна Y, Федор. Слушаю только позывные на приеме. УТ-2 Федор Николай. УТ-2 Федор Николай. Спасибо, Николай Трофимович, 5-9 с плюсом. Оставайтесь с нами. Я Ульяна Y, 0, Федор. Всем прием. 7-7, я Ульяна Y, 0, Федор. И круглый стол ради любителей Одесской области и города Герой Одессы. Всем прием. Кирилл записал. Пропустил, видно, как бы. Так, я его запишу вместо меня. Так что, Кирилл Иванович, готовьтесь. Первым будете выступать. Как бы. Так, я Ульяна Y, 0, Федор. И круглый стол ради любителей Одесской области и города Герой Одессы. Всем прием. Ульяна, знак 0, Федор Y. Ульяна, знак 0, Федор Y. Евгений Владимирович, спасибо. 8-5-9. Достаточно уверенно. Даже местное время не мешает принимать ваш сигнал. Спасибо. Я Ульяна Y, 02 Федора. Так, время 7:05. Еще раз один вызов и начнем, наверное, работать. Ульяна Y, 02 Федора на приеме. Быстро есть. 7:05. Ну, у меня как бы электронные часы не на часах, а в шеке.
Часы на мобилке показывают 7:04 еще. Да, достаточно еще время для записи. Спасибо за совет. Я Ульяна, Игорь, Ложа, Федор. И круглый стол, ради любителей Одесской области. Всем прием. Всем, я Ульяна, Игорь, Коваль, Федор. И круглый стол, ради любителей Одесской области и города Героя Одессы. Всем прием. Всем, я Ульяна, Игорь, Коваль, Федор. И круглый стол, ради любителей Одесской области и города Героя Одессы. Всем прием. Вот, в общем-то, записи я приостановлю сейчас пока. И слово предоставлю Ульяна ради опять Федор Борис Ульяна, а потом уже я продолжу. Здесь Ульяна, Игорь Коваль, Федор. Кирилл Афанасьевич, вам майк. Да, спасибо большое. Ульяна, знак 0 до Федора, здесь 5 МВО. Доброе утро. Доброе утро. Юрий Владимирович, доброе утро всем собравшимся за круглым столом сегодня. Всех раз слышат на чистоте. Без бурь, погода нормальная. Солнышка нету сегодня, но пасмурно. Вот, в принципе, вопросов нету, новостей нет. Вчера был в клубе, забрал свои карточки. Спасибо менеджеру нашему, который занимается рассылкой карточек. Вот, карточки рассортированы в измере, получены. Большое спасибо за работу. Ну так, с Михайловичем посидели немножко, а вот там побеседовали о том, о всем, еще ребята там подошли. Ну, в общем, так, как говорится, клуб действует, работает, и пионеры ходят, как говорится, вот, много молодежи на коллективной радиостанции. Ну, вот такая вот станция, так сказать, у нас в клубе деятельность происходит. А так, все живы-здоровы. Всего всем желаю. Хочу всех поздравить именинников, если таковые есть сегодня на чистоте. Ну и так более вопросов у меня не будет. Я буду присутствовать на чистоте, не буду касаться, так сказать, той темы, которая будет здесь, так сказать, обсуждаться. Вот. Здесь у меня тут есть в интернете все получено. Так что такие дела. Здесь Ульяна, Роман Пятый, Федор Борис Ульяна и микрофон ведущего. Да, спасибо, Кирилл Иванович. Спасибо. В общем, у меня информации накопилось много. Доброе утро, во-первых, сегодня 21 ноября 2015 года. Вот, именинников я не буду перечислять, наверное, нарушу некоторые в очередной раз традиции. И начну, наверное, сразу с информации о том, что у нас, значит, происходит вокруг. Значит, в 2015 году Международный союз радиолюбителей ИАРУ отмечает 90 лет. В этом году в эфире работает около 120 юбилейных радиостанций 78 стран мира. 1-30 декабря будет максимально активной станция, значит, 90 ИАРУ. За КСО с такими радиостанциями 10 стран ИАРУ выдает памятный диплом 90 лет ИАРУ. Отдельные дипломы выдаются по аналогии с ВАЗ дипломами, соответственно, диапазона вида изучения. Вот. Информация о, значит, Международном союзе радиолюбителей, ну, тоже вкратце так я остановлюсь на этом. Существование радиолюбительства зависит от доступа к радиочастотному спектру. Без этого наша радиолюбительская радиоаппаратура будет как автомобиль без дороги или лодка без воды. Интересно посмотреть на совершенно но бесполезно. Любительское радио существует для самообучения, переговорной связи и технических исследований. Для достижения этих широких задач радиолюбители должны иметь разумный доступ к спектру частот, от низких до высоких. Тем не менее, спектр частот является весьма ценным товаром. Коммерческие структуры охотно платят миллионы долларов за доступ к частотам, которые необходимы для предоставления телекоммуникационных услуг. Радиочастотный спектр является настолько ценным, что даже правительственные и военные пользователи находятся под большим давлением отказаться от частот в пользу их коммерческого использования. Как в таких условиях мы, радиолюбители, можем защитить и расширить свой доступ к спектру частот? Вопрос, значит. По определению, у нас нет финансового интереса в радиолюбительстве. Мы вряд ли можем позволить себе конкурировать доллар за доллар с коммерческими интересами. Мы не можем конкурировать с ними. Наши индивидуальные голоса очень слабы, так как быть услышаны сквозь их электромагнитное заявление, значит, и бешеные торги. Вот. И в начале 1920 года было принято считать, что радиосвязь на длинных расстояниях может существовать только на длинных волнах. Чем ниже частота, тем лучше. Очень большие антенны, очень большая мощность были
было правилом для коммерческих и правительственных радиостанций. Затем радиолюбители обнаружили, что сигналы на коротких волнах могут быть слышны во всем мире. Вскоре начался пик использования этого нового открытого феномена. Радиолюбители, те люди, чьи эксперименты вывели значение коротких волн на первое место, оказались в серьезной опасности быть тогда отодвинутыми в сторону. В то время было очень много стран, которые могли создать у себя национальные радиолюбительские ассоциации. Во многих странах работе радиолюбительских радиостанций препятствовали и даже считали ее нелегальной. К счастью, у нас есть дальновидные люди, которые понимали проблему и были готовы найти решение. В 1925 году они собрались в Париже и создали Международный радиолюбительский союз, или ИАРУ. Первоначально в ИАРУ входили индивидуальные члены. Когда-то было достаточно иметь определенное количество индивидуальных членов в данной стране, чтобы быть подразделением ИАРУ. Вскоре стало достаточно много, чтобы могли стать федерацией национальных ассоциаций. И вот одним из таких представителей у нас является как раз организация наша ЛРУ, ну а также наше подразделение Одесское областное Лига радиолюбителей. Ну, наш радиолюбительский стол не позиционирует себя. Радиолюбительский стол Лиги радиолюбителей — это именно стол одесских радиолюбителей Одесской области, города Одессы. Поэтому, значит, я так и хотел бы это, чтобы имелось это только в виду. На прошлом круглом столе я зачитал информацию о том, что какие мероприятия проходить должны были вот в этот период, ну, за эту неделю. Здесь где-то мне просто этот листочек где-то утрачен, много тут информации. Я хотел бы остановиться на том, что значит, ТСЛ пусть работает, подготовлены и уже отправлены в ряд городов именно Лиги радиолюбителей под президентством нашего президента Кириленко. Состоялся суд, очередное, правда, короткое заседание апелляционного суда 10 декабря, 10 так, это у нас было, так, заблудился в числах. Ну, в общем-то, состоялся 19 ноября. Суд состоялся, перенесено дальнейшее заседание на 10 декабря. Вот, со стороны представителей ИСА изменения, там что-то, замена адвоката в очередной раз. Есть какие-то мнения, что Николай Гострый рассорился, не доплатил всем адвокатам. Сейчас поэтому возникли у них новые адвокаты, знакомиться с материалами дела в очередной раз. Заседание длилось порядка 10 буквально минут. Ну, следующее заседание будет 10 декабря, еще раз повторяю. Вот, 6 ноября, 16 ноября в реестре общественных организаций были внесены изменения о закрытии ряда обособленных подразделений, ну, которые назывались редакционными подразделениями, тоже я упоминал, Лига радиолюбителей Украины. Перечень закрытых обособленных подразделений называем, значит, редакционные подразделения Лиги радиоматоров в Житомирской области, в Черкасской области, в Одесской области, в Запорожской области, в Николаевской области, в Херсонской области, в Черниговской области, место Кременчук в Полтавской области, место Макеевка в Донецкой области, а також место Бурлівка номер 2 в Донецкой области. А залишилось, вернее, осталось еще где-то порядка 5 таких редакционных подразделов, созданных вот на то непонятное время, когда президентство захватили товарищи из ГУРУ. Вот, и, значит, данная информация, ну, скоро будет изменена, тоже откорректированы эти позывные, редакционные подразделы. Так, я хотел бы вот знакомиться, много очень идет обсуждений по теме данной... Так, где это у нас тут? Сейчас заблудился в бумагах, столько бумаги, все крупные листы напечатал. Вот я хотел бы просто наш радиолюбитель, Вячеслав, это значит позывной у него на знак 7 Федор Центр, Вячеслав, он, ну, у кого интернет есть, могли сами ознакомиться с его изложением, его письмом. Некоторым радиолюбителям я отправлял это письмо, но сегодня я хотел бы зачитать в прямой речи, как он и писал. Это письмо несколько ретранслировано на нашем сайте QRZ-Одесса.ua. Ну и также я хотел провести это, зачитать вот на нашем круглом столе.
Не знаю, как вам, это Вячеслав, прямая речь. Не знаю, как вам, а мне здравый смысл подсказывает, что прежде чем выбраться из тупика, нужно остановиться и понять, что туда завело. Давайте вынесем за скобки обсуждения работы Грищенко и его команды. И не по той причине, что я не фан Грищенко или в восторге от работы его команды. Причина до банальности проста. Проблема в лиге это не имеет никакого отношения. Для оценки работы любого выборного органа существует простой, эффективный и самый важно особенный демократичный способ выборы. Была ли возможность провести нормальные выборы и показать этой команде красную карточку? Естественно, была. Грищенко, не Янукович, свой структур не имел, собственно, как и влияние на голосующих. Ни сервера, ни ЦВК, а все на глазах присутствующих. В такой ситуации просто нет возможности подтасовать результаты. Следовательно, 100% гарантирована достоверность выбора. Казалось бы, кто оппозиция в этом уж точно заинтересована. Мало того, узурпаторы на целые полгода раньше предлагают провести выборы. Ну ладно бы позже, так и нет раньше. И вот теперь ситуация. Есть команда плохая, ворует, там еще чего. Впору Майдан организовывать, шины жечь. В общем, бороться за досрочные выборы. Так что вы думаете, делают наши революционеры в кавычках? Пытаются сорвать досрочные выборы. Вот представим на секунду, что они дружно прибыли на конференцию, рассказали делегатам о том, что эта команда не справляется со своими обязанностями, ворует и так далее. Даже не сомневаюсь в том, какие бы в таком случае результаты голосования. Шутка ли? Украдено то ли 300, то ли 400 тысяч. И вместо того, чтобы сменить эту команду, нам, в кавычках, революционеры сделали все для того, чтобы они, эта команда, были у власти еще 1,5 года. Что можно сделать более бестолкового? Знаки вопроса. И имеют ли эти люди право хоть чем-нибудь руководить? Лично я не доверил бы им даже утренник в детском саду провести. Но это, если верить в искренность и честно, их намерение. В чем я очень и очень сомневаюсь. На самом деле, они прекрасно понимали, что честно, законным путем власти не прийти. Да и болтать о воровстве хорошо, когда нет оппонентов. Я бы даже сказал безопаснее, а то ведь за наклеп, в кавычках, можно и подсвечникам попадать. А вот если организовать междоусобки, то тогда совсем другое дело. Наверное, очень наивные люди, считающие, что бизнесмен, заплативший за депутатство 5-7 миллионов долларов, рвется в раду исключительно для заботы о нас. Сердечно, ага. А если отобьет и карманы набьет свои, естественно. Впрочем, вспомните о нас за месяц до выборов. Кулек гречки там или чего бесплатно. Самое время вспомнить лозунги, на которые наши реформаторы рвутся в власти. Больше всего, конечно, трескотней о соблюдении законности. И это при том, что попытка захвата власти этими законниками, сплошные подлоги и нарушения законов. Возможно, кто-то не верит в то, что в своей деятельности случится будет действовать исключительно в рамках закона. Но не верю я. Добившись хоть один раз успеха неправдивым путем, его этот способ будут применять снова и снова. Вторая физика. Это проворовавшаяся команда посредников. Причем обвиняются в воровстве не на основании решения суда, а так, потому что очень хочется. Ну и что это незаконно? Если нельзя, но очень хочется, то можно. Перефразируя Вовочку. Эти люди нам рассказывают о законности, знак вопроса. Ну да ладно. Неизменным рефреном у всех революционеров звучит, мол, какие они прогрессивные реформаторы, и какие отсталые, заскорузлые, темные, толковые, те, которые имеют мнение, отличное от их. На этом поле отметились и вы. Ну, это он пишет письмо оппоненту, поэтому, в общем-то, в этом письме, так сказать, звучат обращения вы. Затеяли многолетние запутанные эпопеи по отбеливанию нескольких явно провинившихся очернений тысяч всех остальных. Именно очернение. Держать всех нас за темную массу, неспособное и недостойное на трактование, принятое в цивилизованном мире. И насильственно втягиваем в болото нашего общего темного прошлого. Кавычка. Было бы здорово, если бы вы взяли список и кратко по делу и без воды рассказали по каждому из команды Кириленко. Начав с него, естественно, как каждый из них и все вместе насильственно тягивает нас в болото темного прошлого. Это здорово открыло бы глаза тем тысячам незаслуженно очерненных и вернуло в лоно закона тех немногих заблудших, коим, очевидно, принадлежу я. Вот вам и решение проблемы. Тайное становится явным. Иши, рыдая, уходят, все ликуют, мир и жвачка. Ну а если все